салом алейкум дӯстон, умедворум хуб ҳастед. Дӯсто, аз ҳар як шумо хоҳиш мекунем ки видеоро рӯй кунед ва сторис кунед. маълумот кунед дар рӯи экран алиф душанбаи сити ва визакартаи модари Қобилҷон. ҳар кас мехоҳад ки сами хичак гузора маълумот кунед, гузорен, маҷбурӣ нест. мо ин наворо барои чӣ каристем? Барои ки бисёр вақт хоҳиш кардем ки збор на маълумот самгузорӣ кунем, бетараф набошен. ин картаи худи худшонае. ин сум фақат худшон дамера дӯсто. ба ҳамин хотир илтимос як чиз дигатон мекунам дӯсто. вақте ки ҳамин навор мебурад дар саҳифаи худтон мемонен, вақте ки ман расман гуфтум мо зубора маҳкам кардем, аз шумо хоҳиш мекунам дӯсто ки навороро удалит кунед аз саҳифаотон. ва як чиз дигатон мегӯям дӯсто, ҳастанд одамое ки ҳамёз наворро мегиранд ва номерои картаро алиш мекунанд. илтимос аз шумо хоҳиш мекунам, ҳаромхӯрӣ накунед. дар шумо ҷонам илтимос, воқеъ дар амони Аллоҳ бошед дӯсто. расман зуборе ки шумо мехостем ки барои Қобилҷон самгузорӣ кунед, ина кушода шуд ва дар муддати кӯтоҳ маҳкамаш мекунем дӯсто. ҳар чанд қадаре ки шумо мехостем самгузорӣ кунед. воқеъ дар амони Аллоҳ бошед дӯсто. Друзья, всех приветствую. На связи Максим Баранов, участник специальной военной операции, руководитель общины «Дружба народов». Недавно произошла трагедия в одной из школ Подмосковья, в Одинцово. Террорист из Успенской школы устроил поножовщину. Ходил с ножом в школе, спрашивал, кто какой нации. Охранник попытался его остановить и получил перцовкой в лицо и нож в спину. Террорист увидел нерусского ребенка и побежал за ним. И на лестничной площадке нанес несколько ножевых ударов. 11-летний ребенок Қобилҷон скончался. Ну вот смотрите, это все произошло из-за нацизма и негодования к другим нациям. Прекращайте разделять наш многонациональный народ России. Безбожники, Бог все видит. Нацизм – это ненависть к другим нациям. Вот к чему приводит разделение нашего многонационального народа. Родители своим детям с самого детства вкладывают в неокрепшие умы информацию, что вот эти не русские, они второй сорт, отбросы общества. Вот мы русские, первый сорт. Из-за чего потом происходят такие страшные убийства, конфликты. Запомните, родители, дети – это цветы жизни, а не кустарник, который растет сам по себе. Чтобы потом не жалеть, вкладывайте в своих детей правильные ценности и любовь к родине, к нашему многонациональному народу России. Чтобы таких страшных трагедий не было. Я считаю, что ЧОП нужно поменять на Росгвардию. Минимум 2 вооруженных росгвардейца, и на каждом этаже нужна кнопка экстренного вызова. В школах, в детских садах, с выходом на экран, на каждом этаже, где произошел конфликт. Вы не можете себе представить сейчас у матери на душе, что происходит, когда сын мертв от рук террориста, которому нет оправдания. У терроризма нет Бога и нация. Кто знает родственников ребенка, выйдите на связь вместе с неравнодушными людьми, хотим помочь материально. Это наша общая трагедия. Чужих детей не бывает. Примите мои искренние соболезнования. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, братья и сестры. Наверняка вы все уже слышали про страшную трагедию, которая произошла в Одинцово, где террорист, а по-другому я никак не могу назвать данного ублюдка, зашел вооруженный в школу и убил по национальному признаку ни в чем невинного 10-летнего ребенка. И при этом убил, я вот это специально подчеркну, с особой жестокостью. Множество ножевых ранений в области шеи, груди, спины. Это ужасные кадры. Мои соболезнования матери. И знаете, честно говоря, в какое же страшное время мы с вами живем, когда можно вот так вот зайти в школу и убить
детей по национальному признаку. Я не раз говорил, что нужно менять чоповцев на Росгвардию, на профессионалов или же ветеранов СВО, ведь обычные пенсионеры ничего не смогут противопоставить вооруженным людям, да у них даже оружия нету у охранников, чего уж там говорить. И самое главное, мы же ведь все прекрасно понимаем, кто виноват в этом трагическом инциденте. Ведь я много раз говорил некоторым провокаторам, которые все время разжигали и по национальному признаку, и по религиозному признаку, что рано или поздно вы доиграетесь. И вот к чему это привело. А ведь мы предупреждали. И эти же провокаторы со мной спорили, делали там свои смехуёчки. А теперь что, вам не смешно, да? Вы же именно этого и добивались. Но нет же, вы сейчас вышли одни из первых с порицанием, что вы против и так далее и тому подобное. Вот только жизнь это Камил Джону не вернет. Я много раз говорил, не разделяйте людей по национальному и по религиозному признаку. Человек не выбирает, в какой нации ему рождаться. Но вы же не слушали, вы же смеялись, вам же это было весело. А дети, они как губки, впитывают информацию. И даже сейчас, когда я захожу в комментарии, мне становится страшно. Там уже люди с обоих сторон начинают друг друга ненавидеть. Вы до чего доводите людей? Ведь наш верховный главнокомандующий всегда говорил о единстве народов России, о том, что мы должны быть вместе, мусульмане, христиане и люди других конфессий. А вы делаете обратное. Ведь такую же риторику на самом-то деле в свое время использовал Марцинкевич, Немцов, Навальный. Но мы-то знаем, чем это для них кончилось.